По мнению одного из историков, одним из могучих и политически активных государств Северного Кавказа в домонгольское время была, как известно, Алания, правящая верхушка которой говорила на староосетинском языке. Уже во второй половине IX века, как это сообщает арабский историк Ибн Руста, существовала дорога, проходившая по территории современной Чечено-Ингушетии, по которой осуществлялось общение между Сарирской державой и Аланией. К 943 году, как это видно из текста другого арабского историка Аль-Масууди, между правителями, сидящими в горном Хунзаахе, и царями Алании, которые, кстати, начиная с VIII века, и вплоть до 932 года, исповедовали православие, а также у них существовали брачные связи, поскольку каждый из них женился на сестре другого. С окружающим миром Хунзахское плато было связано еще несколькими дорогами, проложенными здесь давно и не утратившими своей роли вплоть до появления автотранспорта. По этим дорогам враги пытались продвигаться к центру Аварии, по этим же дорогам проникали туда различные культурные веяния. А с Хунзахского плато распространялось политическое влияние хунзахских правителей, совершались их походы, распространялся общеаварский язык, так называемый болмац, общевойсковой язык. По этим дорогам шли посольства хана Аварии в Аланию и Кабарду, а купцы, вступив на Великий Шелковый путь, через Дарьяльский проход привозили товары с берегов Черного моря. Центром обмена и торговли внутри Ункратля было селение Кхеди, где по воскресеньям собирался базар. Сборщики дани аварскому Нутсаалу и Казику-Мухским ханам ходили здесь из многочисленных сел подвластных им народу, вплоть до Аршты, что рядом с современным Бамутом. Также с Тушетии и Кистии собирали разнообразные налоги и отправляли их в Хунзах и Кумух. Есть предание, что часть этих налогов и сборов оседала в селе Кхеди и раздавалась между членами семей Нутсаалов Кхеди. А когда влияние Кумуха, потом и Хунзаха ослабевало, эти Нутсаалы начинали вести свою собственную политику и собранную с подвластных земель подать полностью оставляли себе.